Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, коротко о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 30 новыми случаями зарегистрированной коронавирусной инфекции. В городе Якутске 13 случаев, по 2 случая в Алданском, Тампонском и Салданском районах, по 1 случаю в Хангаласском, Чурапчинском, Татинском, Нербинском и Мигино-Кангаласке. За сутки учреждениями здравоохранения и лабораториями Роспотребнадзора проведено 1626 исследований. Всего с начала пандемии обработано 1 027 748 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент в республике идет массовая вакцинация 2 видами вакцин. Вакциной «Спутник» и вакциной векторовской вакциной «Эпивак Корона». Всего у нас поступило 110 812 доз вакцины. Использовано на настоящий момент 76,4%. На настоящий момент первую дозу вакцины в республике получило 84 010 человек. За сутки провакцинировано 4192. Необходимо обратить внимание, что приоритетом для учреждений здравоохранения является вакцинация граждан пожилого возраста. На настоящий момент 19 418 граждан старше 60 лет получили первую вакцину. И данные граждане, соответственно, уже более являются защищенными, как с точки зрения непосредственно в последующем возможного заражения, так и с точки зрения тех действий, которые они могут совершать относительно ограничений, установленных указом главы Республики Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент во всех учреждениях здравоохранения республики есть соответствующая вакцина, в связи с чем запись на вакцинирование продолжается как и в поликлинике по месту жительства, так и через систему госуслуги. Еще раз обращаем ваше внимание, что действующий стационар, действующее инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы также продолжает работать в режиме повышенной готовности. На настоящий момент работают 2 корпуса. Сам пульмонологический корпус на территории областной больницы и дополнительно взятый корпус на улице Губина. И необходимо обратить внимание, что количество людей, которые оказываются на больничных койках, у нас на настоящий момент увеличивается. Кроме того, достаточно большое количество сегодня появляется семейных очагов. Поэтому все ограничения, которые установлены, есть соответствующие требования, установленные указом главы Республики Саха-Якутия, необходимо соблюдать. А прежде всего нужно заботиться о собственном здоровье и о здоровье тех, кто находится рядом с вами. И пригласить своих лиц, которые являются вашими старшими братьями и сестрами, бабушками и дедушками, на вакцинацию. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. Работу координационного центра правительства страны проверил президент Владимир Путин. Республиканский кардиоцентр в Якутске сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Готовность его составляет 56%. В памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова прошел турнир по маст-рестлингу в Твери. Сборная Якутии подтвердила свое лидерство в 5 весовых категориях. Владимир Путин посетил координационный центр правительства. Он отметил, что современное оснащение центра действительно помогает в работе, подчеркнув, что в ней необходимо использовать объективные данные от субъектов страны. Кроме того, президент России остановился на вопросе обеспечения школьников горячим питанием, выразив надежду, что все школы страны к сентябрю текущего года смогут осуществлять эту функцию.
Во многих регионах, я просто оттолкнусь от этого горячего питания в школах, есть большие претензии к тому, как это организовано. Есть элементарные вещи. Например, почему-то родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества питания. Совершенно непонятно, почему родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы. Обеспечение учеников младших классов горячим питанием. Тоже было ваше поручение. Мы говорили подробно об этом, о поэтапном переходе на организацию бесплатного питания. Но мы увидели, что не все школы соответствовали требованиям Роспотребнадзора для того, чтобы получать федеральную субсидию. Стали разбираться здесь, в Координационном центре. И по правилам, все это вы помните, если бы одна школа региона не соответствовала этим требованиям, соответственно, весь регион не получал федеральных дотаций. Вот в результате этой проблемы, которая была решена, здесь почти 1,5 миллиона школьников в 27 регионах получают теперь бесплатное питание. Всего более 7 миллионов теперь младшеклассников по всей стране обеспечены горячим питанием. В Якутске полным ходом идет строительство второй очереди кардиологического диспансера на 150 мест. Работы проводят 95 человек, бригады прокладывают электрику на лестничных площадках, ведут работу по устройству стяжки, также прокладывают вентиляционные каналы. По словам строителей подрядной организации, необходимые материалы предоставлены, отставания от графика нет. Общая площадь кардиососудистого центра составляет более 15 тысяч квадратных метров. В состав комплекса входит блочно-модульная котельная. Пункт для хранения кислородных баллонов. Также имеется склад жидкого топлива на 50 кубических метров и дизельная электростанция. Отмечу, что строительство началось 2 года назад. Ввод диспансера планируется в конце этого года. На сегодняшний день стройготовность объекта составляет 57%. Согласно графику производства работ, подписанным контрактом ОСК-СТ у нас идет, согласно графика. Все строительные материалы, которые необходимы для работы, они уже здесь на объекте находятся. Объект тепло было запущено в прошлом году, в ноябре месяце. То есть работы они не останавливались. Отличительно от других объектов, рентгензащита. Она предусматривается нескольких видов на полу, потолках, на стенах. Там у нас идет баритовая штукатурка, свинцовые панели. Жители самого отдаленного горняцкого поселка Усть-Майского района Югоренок теперь будут получать своевременную медико-санитарную помощь. Там торжественно открыли фельдшерский пункт, который полностью соответствует всем федеральным стандартам. Подробности в материале далее. Более 80 лет существует самый отдаленный населенный пункт Усть-Майского района – Югоренок. В былые времена здесь активно добывалось золото, были предприятия, школы и социальные объекты. Но в 90-х промышленная жизнь стала затухать, и в 2006 году было принято решение о закрытии Югоренка и расселении жителей. Многие, конечно, уехали, но часть жителей так и осталась в поселке. Новую жизнь поселению дало открытие предприятия рудника «Дуэт», которое и стало градообразующим. Сегодня открытие фельдшерско-акушерского пункта, которого мы очень длительное время ждали, потому что с закрытия Югоренской участковой больницы прошло 11 лет. У нас был приспособленный медицинский пункт, который, конечно, не отвечал веяниям времени. Поэтому, конечно, сегодня праздник. Данное здание, в котором расположился пункт, рассматривался как один из вариантов, в котором разместить ФАП. Оно подошло потому, что находится в середине поселка и имеет все коммуникации. В поселке Югоренок это самая крайняя точка здравоохранения, труднодоступная. И, конечно, на сегодняшний день тема эта актуальная была, она решилась. Рудник «Дуэт» полностью отремонтировал здание, благоустроил вокруг территорию. Документация на здание подготовлена. Состоится передача его на баланс Центральной районной больницы, которая, в свою очередь, будет заниматься оснащением необходимого оборудования для этого пункта. Районная администрация подарила сертификат на холодильное оборудование. Подарки также предоставила и районная больница. Надеюсь, что предприятия, которые находятся на территории нашего поселка, примут активное участие в приобретении необходимого оборудования. Усилиями коллектива рудника «Дуэт» данное здание было реставрировано полностью, отремонтировано внутри, приобретена мебель. Старательские артели имеют социальную ответственность, работают на благо охраны здоровья населения. В фельдшерском пункте будет работать фельдшер Минова Яна Александровна.
Этот фельдшерский пункт отвечает всем стандартам и требованиям, которые обозначены приказом Минздрава Российской Федерации, где население будет получать первичную медико-санитарную помощь. Юрий Таюцкий, Тимур Канаев, поселок Югоренок. Всероссийская перепись населения, которая сейчас проходит в труднодоступных районах страны, уточнит численность коренных малочисленных народов Севера. Текущие данные статистики пока свидетельствуют об ожидаемом сокращении их численности. Положительный естественный прирост не покрывает миграционную убыль населения. К примеру, по данным переписи населения 2010 года на территории Якутии проживало 670 чукчей, большая часть которых в Нижнеколымском районе. В эти дни в рамках проведения 3-го съезда чукчей в селе Колымское переписчики провели опрос населения. По Нижнеколымскому району переписью в эти дни уже охвачено около 3000 человек. Якутский Прометей, так говорят о первом якутском композиторе Марке Николаевиче Жиркове. В эти дни в Москве проходит первый международный конкурс молодых пианистов, посвященный его имени. В рамках фестиваля состоялся вечер воспоминаний о творческом пути нашего знаменитого земляка. Подробности у наших коллег. Для Марины Силиной эта ария Туяр-Мыко из оперы Марка Жиркова «Нюргун-Ботур» особенная. К роли легендарной красавицы исполнительница готовилась долго, учила якутский язык, погружалась в культуру и историю народа Саха. Я очень люблю эту оперу. Это, понимаете, такая архаика и вместе с тем современность. Она никогда не перестанет быть новой. Не нужно думать, что если она была написана когда-то давно, в 20 веке, да, она перестала быть какой-то новаторской, какой-то современной. Она не потеряла своей уникальности. Вечер памяти Марка Жиркова был организован в стенах Московской государственной консерватории имени Чайковского. Здесь с 1933 по 1936 годы проходил обучение якутский композитор. Ему было уже 40 лет, но он четко понимал, для чего учится и какие знания ему необходимы. И даже предлагал руководству учебного заведения изменить программу истории музыки. Он считает, что она составлена неправильно, из-за отрывочных каких-то статей, а ему нужны системные занятия такие нужны. И нужен учебник специальный. Мне вот это очень понравилось, потому что, видимо, в те годы еще не было сделано такого пособия, которое ему нужно. Вот в этом его виден такой очень профессиональный такой подход. Марк Жирков – это настоящий феномен якутской профессиональной музыки. Во многом он был новатором и первооткрывателем. Его заслуга – это появление первой детской музыкальной школы, драматического кружка, национального хора, оркестра якутских инструментов. Он еще был ученым, понимаете, он занимался фольклористикой, он был очень уважаемым людей, Родион Хасутов. И у него была написана монография о Якутском национальном оркестре. Когда якутяне впервые увидели, познакомились с историей создания, возникновения якутских музыкальных инструментов. Скажем, это якутский хомус, якутский шаманский бубен, якутская скрипка крымпа. Ведь до этого просто все играли, но ведь не знали, откуда это все происходит. И вот он все это очень красиво исследовал и разложил. В этом году в Московской консерватории проходит международный конкурс пианистов имени Марка Жиркова. Его произведения звучат в исполнении молодых музыкантов из самых разных стран. И это лучшее доказательство его бессмертия. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. Чемпионат среди взрослых по сборке спилс-карт состоялся в Алекминском районе. Это первые официальные соревнования в республике, проведенные партнерами федерального проекта «Знаю Россию». Подробнее в следующем материале. Впервые в республике в Алекминске прошел чемпионат по сборке спилс-карт. В 2020 году Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников стал участником федеральной программы «Знаю Россию». Были приобретены все необходимые составные. Кроме этого, специально были заказаны карты Алекминского района. Мы же понимаем, что любить свою родину, это значит знать в первую очередь свою малую родину. И поэтому мы заказали карту Алекминского района. И у нас чемпионат прошел впервые 3 уровней. Не только карту России собирают участники, карту Якутии и еще Алекминский район. Всем участникам, выполнившим норматив «Сборка карты России за 10 минут», выдаются удостоверение и значок. Также по нормативам карты Якутия. Не оставят без удостоверений участников и по Алекминскому району. Те, кто собирает карту России за 10 минут, они получают значок и удостоверение. Те, кто собирает карту Якутии, тоже в пределах 10 минут,
тоже получает удостоверение, только уже знаю Республику Саха-Якутия. И Алекнинский район, мы тоже заказали такие значки, удостоверения получит каждый участник. Они уже по почте идут. В этот день чемпионат проходил среди учреждений города и района. Ранее был чемпионат для школьников. Есть свои чемпионы. Василиса из села Второй Нерюктянск собрала карту за 5 с небольшим минут. Но и взрослые участники по достоинству оценивают такую возможность. Очень интересно. Интересно проверить свои знания по географии. Ну, я вообще люблю географию. А долго это для вас стало? А? Долго это у вас много времени заняло? Ну, что-то я считаю, ну, где-то около 5 минут. Это, я считаю, долго я собирал. Надо побыстрее. Ой, это очень интересно. Я прямо мы даже потренировались на работе на большой карте. Вот там есть какая-то программа, да? Ага. На время это очень интересно. Знать свои познания, это что осталось от уроков географии. И вообще, как мы знаем свою родину, действительно. Ага. За сколько минут вам удалось собрать? 3:38. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекнинск. Мемориал Героя Советского Союза Федора Хлопкова в Твери традиционно собрал сильнейших масс-рестлеров из 6 регионов страны. Почетными гостями турнира стала делегация Тампонского района, родины прославленного якутского снайпера во главе с его внуком Николаем Охлопковым. На турнире были разыграны именные путевки на главный форум сезона чемпионат России в Ульяновске. Сборная Якутии подтвердила свое лидерство в 5 весовых категориях. Победителем абсолютного первенства среди мужчин стал Роман Калинин из Тверской области, а лучшей среди женщин стала Алина Турчина из Якутии. Очередной квалификационный старт атлетов масс-рестлинга состоится 23 апреля в столице Ставропольского края на Кубке Кавказа. Сборная Республики Саха-Якутия, почти большинство получили путевки на чемпионат России. Так, на тяжелых весовых категориях Погорельцев Михаил занял первое место из Калужской области. И Роман Калинин, 125 килограммов, тоже получил путевку. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.